Ауликульская районная библиотека представляет вашему вниманию мероприятие, посвященное 120-летию Габита Мусрепова «Казах жирном мақтанышы». Габит Мусрепов – яркий талант, который отличался широтой мировоззрения, эрудированностью, масштабностью замыслов и гуманизмом. Его имя в летописи казахской литературы стоит наряду с Ауэзовым, Сейфуллиным и Жансүгуром. Габит Мусрепов родился в 1902 году в ауле Жанажол Акмолинской губернии в многодетной семье простых казахских крестьян. Первые знания Габит получил у аульного муллы, где научился читать и писать арабской вязью. Позже Габит закончил двухклассное начальное русское училище и Пресногорковское высшее начальное училище, но именно арабская вязь станет основой его будущего произведения. Сразу после выпуска он недолго трудился писарем аульной старшины, а после осмышленного юноши привлекли к работе в органах местного военного управления. Уже через год Габит стал заместителем начальника районной милиции в селе. В 1923 году Габит поступил в Оренбургский рабочий факультет. Дебютный рассказ Габита Мусрепова «Бушующие в волнах» родился еще в период его обучения в Оренбурге и был опубликован в местной газете. Беймбет Малин пригласил Мусрепова на должность переводчика в свою газету. Начался творческий путь Мусрепова. До 1926 года Мусрепов совмещал учебу на рабфаке с переводческой деятельностью. Несмотря на первые успехи в литературе, в 1926 году Габит Мусрепов едет в Омск, где становится студентом Сибирской сельскохозяйственной академии. Уже через год Мусрепова отозвали из Омска в связи с борьбой по искоренению неграмотности в аулах. В период 1928 по 1931 год Габит Мусрепов работал главным редактором Казахского государственного литературного издательства, членом редколлегии журнала «Жана Адебиет». Кроме того, в этот период вышли первые книги писателя Пучини и американский Турей, а также учебники «Красноармейский букварь» и «Букварь для малограмотных», написанные в ходе проведения политики просвещения в аулах. Габит Мусрепов проработал еще в Кустанайской области, однако уже через год Мусрепову утвердили заведующим сектора искусств при Народном комиссариате просвещения Казахской АССР, а еще через год назначили главным редактором газеты «Социалистов Казахстан». Мусрепов стоял у истоков зарождения казахской киноиндустрии. Он был одним из авторов сценария кинофильма «Амангелды» в соавторстве с Беймбетом Майлиным и Всеволодом Ивановым, который вышел в свет в 1938 году. Целиком и полностью посвятил себя литературе. В эти годы он написал ряд учебников и пособий для школ. Написал пьесу «Ахан Серымен», «Ахтоктер», повесть «Казах Батыры», перевел на казахский язык роман Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» и пьесу «Русские люди» Константина Симонова. Его рассказы завораживают читателя разнообразием эмоций, хитросплетением сюжетных ходов, неожиданными финалами. «Тимка», «Первый фронт» и другие. Однако особенное значение для развития национальной прозы имели его повести и романы. «Солдат из Казахстана», будничные описания войны диссонируют со смертельной опасностью, которой подвергается главный герой, романтически настроенный юноша. Следующее его произведение «Пробужденный край», эпическое полотно, в котором представлена история Казахстана времен революционных изменений. Писатель ушел от одноцветности повествования, смог правдиво отобразить сомнения и ошибки людей, которые выбирали новый путь для себя и своей страны. В последующие годы был назначен первым секретарем правления писателей Казахской ССР. Наряду с этой должностью он выполнял обязанности главного редактора сатирического журнала «Ара», был академиком Академии наук Казахской ССР. Награжден государственной премией при Совете министров СССР в области литературы, искусства и архитектуры. Его произведения можно восстановить страницы великой жизни казахского народа. Его произведения не просто зарисовки тех или иных событий, а взволнованные размышления писателя о судьбах людей.